Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на занятиях по декоративно-прикладному искусству студии Art-House школы детского творчества. И, конечно, традиционно наше занятие начнется с дыхательной гимнастики. Первое упражнение, которое мы должны с вами выполнить, делаем глубокий вдох и делаем медленный выдох. Второе упражнение. Делаем глубокий вдох и прерывистый выдох. Отлично. Следующее упражнение. Ручки у нас на талии. Мы делаем глубокий вдох и сжимаем нашу грудную клетку. Делаем выдох, расправляем плечики. Супер. И четвертое упражнение. Поднимаем ручки вверх, делаем вдох, опускаем ручки, делаем выдох. Исходное положение. Ручки находятся вдоль туловища. Отлично. Итак, сегодня тема нашего занятия – декупаж. Декорировать мы будем с вами обычную баночку. Мы с вами уже познакомились с техникой декупаж. Мы декорировали плоский предмет. У меня это была тарелочка. Сегодня мы будем пробовать на объемном предмете, на баночке. Материалы, которые нам потребуются. Нить, можно любая, шерстяная желательно. Краски, клей ПВА и манка. А также ваше хорошее настроение. Давайте приступать. Итак, ребята, как я уже сказала, мы сегодня будем продолжать тему декупаж. И декорировать сегодня мы будем обычную баночку. Все материалы, которые нам понадобятся для работы, они у нас находятся в обычной повседневной жизни. Также мы будем использовать манку. Итак, первым делом нам нужно покрыть баночку клеем ПВА. Давайте вспомним технику безопасности. Клей нужно наносить аккуратно. Если у нас верхняя часть клея засохла, нужно постараться ее убрать. Если клей попал на руки, руки нужно вымыть с мылом. Наносим клей на баночку достаточно плотным слоем. Берем кисть, которую я уже заранее подготовила, и распределяем клей по банке. Так проделываем со всеми сторонами. Покрыв нашу баночку плотным слоем клея со всех сторон, мы щедро посыпаем ее манкой. Посыпаем нашу баночку манкой щедро. Вместо манки можно использовать соль. Тогда у вас получится баночка как будто бы в кристаллах. Медлить нельзя, так как у нас клей высыхает. Нужно поторопиться и выполнить работу быстро. Можно немного пальчиками придавить, ручками. Так. Наша баночка на данном этапе готова. Пока наша баночка немного подсыхает, мы
Снова открываем клей и промазываем горлышко нашей баночки. Убираем в сторону, берем кисть, распределяем. И далее мы будем использовать нить шерстяную, чтобы покрыть наше горлышко. Так, готово. Помните, слишком много клея выдавливать не нужно. После работы клей обязательно нужно закрывать. Приступаем и начинаем нашу баночку покрывать нитью. Итак, мы покрыли горлышко нашей баночки нитью. Дальше, чтобы она у нас не была такой скучной, однотонной и белой, мы можем использовать краски. Обмакнув кисть и выбрав желаемый цвет, мне очень хочется использовать желтый. Мы будем вот таким образом так просто наносить на баночку. За счет того, что вода попадает на манку, капельки у нас очень хорошо растекаются. Посмотрите. Я выбрала желтый цвет и темно-желтый. Желтый у меня будет вверху, и темно-желтый внизу. Покрываем. Дальше. И переходим к темно-желтому цвету. Возможно, некоторые точки у вас будут и вверху, создавая такой небольшой переход. Видите, как манка у нас впитывает наши краски. Вы можете сделать точечки побольше, поменьше, другими цветами, как вам хочется проявить свою фантазию. Давайте посмотрим, что у нас с вами получается. И в самый низ мне хочется добавить красного цвета. Эту баночку вы можете использовать как вам хочется. Она выполняет декоративную функцию. Просматриваем, чтобы ничего не пропустить.
Посмотрите, как интересно получается. Ребята, наша баночка практически готова. Вы можете дополнить ее по своей фантазии. Можете использовать различные стразы, высушенные цветочки. Возможно, у вас есть еще какие-то элементы, которые вы хотели бы добавить. У меня здесь лежат цветочки. Мы снова выдавливаем клей. Совсем немного. И приклеиваем. Так, посмотрите, как получается. Ребята, вот такая интересная баночка у нас с вами получилась. Вы можете ее использовать, ставить, допустим, цветы, либо еще какие-то предметы. Я надеюсь, вам понравилось наше занятие. Ваши фото работ я буду ждать в комментариях под этим видео. Спасибо большое за внимание. Встретимся на следующем занятии. До свидания.